Знаете такой закон? Закон бутерброда. Он падает маслом вниз, масло перевешивает. Большую роль играет земное притяжение. Благодаря ему мы ходим по Земле, а не по риму невесомости. Наша планета все притягивает. Во время дождя капли стремятся вниз. Тогда почему облака не падают на Землю? Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему облака не падают на Землю? Потому что они держатся на небе, я не знаю. Ну, давайте поразмышляем. Если облака не падают, то не потому, что они легче воздуха, а потому, что они захвачены динамической атмосферной системой, которая удерживает их в воздухе. Облака состоят из воздуха, водяного пара, капель воды и кристалла льда. Эти последние два компонента плотнее воздуха. Поэтому, хотя облака кажутся легкими, как перышки, они обычно не весят сотни тысяч тонн. Следовательно, они должны упасть естественным образом. Потому что они воздушные. Вон она сказала. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему облака не падают на Землю? Потому что они заколдованные и волшебные. Потому что их держат, чтобы они не упали. Облака – это водяной пар и мельчайшие частички воды, снега и льда, капли, снежинки, лед, кристаллы. Они столь малы, что могут парить в воздухе, и сила тяжести уравновешена сопротивлением воздуха. Как только они сливаются, пар конденсируется, их становится больше, и они выпадают вниз. Потому что облака – это сгустки воды, которые держатся на небе за счет гравитации, скорее всего. И сила тяжести уравновешена сопротивлением воздуха. Почему облака не падают на Землю? Потому что они очень высоко, и им далеко падать, они мимо Земли падают постоянно. Не знаю. Честно, не знаю. Почему все-таки облака не падают на Землю? Дело в том, что они состоят из маленьких капелек воды и кристаллов льда, которые тяжелее воздуха, но они не падают. Почему так происходит? Капельки настолько маленькие, чтобы упасть, им нужно толкнуть молекулы воздуха. Воздух оказывается сильнее, но тем не менее капли перемещаются. Вы наверняка замечали, как плывут и изменяются облака. Иногда эти капельки падают, но они настолько малы, что мы этого даже не замечаем. Замечаем их лишь тогда, когда они объединяются от ветра. Когда капли достигают огромных размеров, они становятся дождем. Камила Калимуллина, Тимур Кашаев специально для Горы новостей.